Долина Эркени и Хангаласская земля не забывают о тех, кто встал на защиту Родины летом 1941 года. Всего из Орджоникидзевского района было призвано на фронт 2194 человека. Из них более половины не вернулись домой, навсегда оставшись молодыми. Среди доблестных воинов-победителей Хангаласского улуса были кадровые офицеры. Хангалас улуғыттан 5 полковник, 1 генерал әрелеспеті. Este bu her полковникка, ondan аспы жонната полковниктар таққылары, аны бары уатта әрейіне. Олы кәдеттер финиске әрейінеген күтті жонлар балылар әреккәс көстүй балар. Онын Хангаластар әлерме кен тұтты оқтырынша бір улустан 5 полковник, 1 генерал таққылар. Андрей Иванович Притузов, гвардии генерал-майор, был участником 3 войн, прошел путь от сельского учителя до командира дивизии и генерала, окончил высшую школу штабной службы. Во Второй мировой войне был участником боевых действий, разгрома немецких войск Манштейна под Сталинградом, освобождал Украину, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Полковник Иван Федорович Ларионов окончил Якутскую национальную военную школу и Свердловское военно-пехотное училище. В начале войны был командиром стрелкового взвода лыжной бригады, затем назначен командиром стрелкового батальона Юго-Западного фронта. При нанесении контрударов в направлении Новгород-Волынский, попав в окружение, сумел вывести свой батальон. Победителем дошел до Берлина. Полковник Дмитрий Алексеевич Филиппов по призванию был учителем, окончил курсы младших лейтенантов. Боевой путь начал командиром минометной роты танкового корпуса, участник боев под Прохоровкой, в Сталинграде, на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Прибалтику и Кенигсберг. Гвардии полковник авиации Иван Афанасьевич Федоров, окончил Качинское авиационное училище, воевал в составе авиационной истребительной дивизии 3-го Белорусского фронта, произвел 43 боевых вылета, участвовал в 12 воздушных боях, подготовил десятки летчиков для фронта, обучая мастерству воздушного боя. Капитан-орденоносец подполковник Степан Николаевич Соколов окончил Якутскую национальную военную школу и Омскую пехотную школу имени Фрунзе. Был командиром мотострелкового батальона Северо-Западного фронта, участником ожесточенных боев на Демянском плацдарме. После тяжелого ранения руководил подготовкой стрелков-снайперов Забайкальского фронта. Гвардии полковник Семен Иванович Прокопиев воевал в составе Северо-Западного, Брянского, 1-го и 2-го белорусских фронтов. Освобождал многие города Европы. Войну закончил в городе Гросвальд. После войны служил в Тернопольской и Черновицкой областях Украины. На родине его имя долгое время было в забвении. Память о нем восстановлена благодаря поисковой работе Краеведческого музея имени Гаврила Ксенофонтова. Кені дойдутугар бейді әмет әргелден кәләлі өпіғыла, оны арға құрайына алыр. Бұтынна бастан коменданна абыт. Ол шәріні бүтеререр кені аға дойду. Бері Степенна орденна, Толус улахан орден. Аны туран болларына батальоны командир. Ол гынан улахан кыргыға, улахан кайнесетен Богдан Хмельницкай орденінілар. Оны бой-бой кылызнаме орден. Хамай улахан орденлер жете. Әріні бүтерер тенні орденна. Кәлін кенеттен бес орден намыта. Онны оларын білін ұша жақтарын кәрген ұлбып болан, онны оларын түрітілен. Кәргені әмәқіне өлерділ онны оларыр. Оларыта бұл тұту болар, ем болар, сүйген болағына. Украина кетті, очоттан білдердік, олар бұт әбет, оны мен бәйім әрәбін әтәбін. Кені кәләрі ұрттаты Богдан Хмельницкий орденін ордарын ұлбыт әбет. Оғырдық. Бар олантон ең туақтан әбетер Бандералар, гиннер уялары дияханан туақ, өкені хақарығар кәлі табыт. Ол хақарығар кәлем баран, яны туақ табыт. Чо шуаққара тұрбы пығыла байырын шуаққа. Ол мәкіне кімдегі қалы батақ, еті
Кей бәйтін силейттен мутуғыттан араған қаллағына бұстан алланы етіндік болар әбит бұғыда. Оны Павел Николаевич кәпсиреті бігеға бұл Семен Прокопьев архивы бар, бәйтін күйгар қаралығатар ден, оны баран ұлық қанады ден, оны оты причиненнен кылды вата, кені тыынна қардағана ұлыларға, онтон бұл күйі хеттон сылығар, бігі әлбақ материалдары қоңыз бұппыт, ол шәрчітінен икки сотрудник боламыд кенеха дейтігер киреха жыппыт. Оны кыха бігеға наға чүрді көрсін, түрдің төт предметы музей бітігер бәліқ бербіті. Семен Иванович качыкаакка төрөбүт, качыкаакка те буатама ден кәре көстүле ахырга жонноролор буттар ол утун иен тиле караран качыкаат начальный школатын битерен баран 7 класска кини богунактаакка көрөнөр. Олонно мен баянда ки хаддар деттен туары биллер битти ханабыты. Ол кепсия биттере мияга бечераннар кепсетелер биттере. Отчоттан кини о нюрвари мелли командир болары бит. Командир болары бит. Антуран боллана махнан бестле тоңора монтоту тутайлар болар. Бу эрдетте ки ола ананан төрөбү көрдөк кини. Отец Прокопьев Иван Федорович работал в колхозе. Сперва крестьянином был. Мать Дарья Дмитриевна тоже там сельским хозяйством занимались, свое хозяйство имели. А в 1929 году, когда коллективизация была, колхоз купили. И колхоза все время до 1939 года там бодара находили. В 1939 году, в конце, приехал сюда якут, поступил в школу милиции по направлению комсомола районного. В рекомендации. Год учился и выпустили это средним командиром. Началась война, так и осталось в звании. Здесь проработал участковым полномоченным в городе. Потом перевели меня в Мегино-Кангаласский район, село Мая. В июле месяце, 28 июля, я договорился с военкомом Калинцем, политрук был, я с ним знакомый был. Давай, говорит, я на фронт поеду. А тогда не был уверен, что меня отпустят, милиция. Тогда я никому не говоря, с ним договорился, прошел комиссию. И все, мы, говорит, тебя отправим. Сейчас война, никто не будет тебя искать. Ну, через неделю отправка, вместе собрали, я распрощался своими. Народный писатель Якутии Павел Николаевич Харитонов по следам встречи с ветераном опубликовал статью. В ней указывается, что Прокопьев, пройдя военную подготовку в Бийске, принимал участие в строительстве военного завода в Новосибирске. Затем в мае 1942 года был отправлен на фронт. Став пулеметчиком 235-й стрелковой дивизии 801-го стрелкового полка, принял первый бой на территории Калининской, ныне Тверской области. Я был пулеметчиком. Ну вот первый бой, эту деревню Кулотину надо взять. Да, надо взять, приказ такой. Ночью мы вышли туда, и речушка была, за речушкой, все, остановились. Утром уже начали артподготовку делать. Несколько снарядов кинули и вперед. Тогда до артиллерии кони. Переправились, вышли и нас сыпать минометно. Страшно было там, мины рвутся. Он так чесал, сколько много побито было, и не могли деревни взять, лежали, и к вечеру
отошли обратно. И не могли взять. И потом остановились, и в течение месяца там бились. Из заметок поисковых отрядов, продолжающих находить останки солдат времен Великой Отечественной войны. Урочище Кулотино. На протяжении почти всего 1942 года здесь шли ожесточенные бои частей Северо-Западного фронта против немецких войск группы армии «Север». 235-я стрелковая дивизия, сформированная в Новосибирске у деревни Кулотино, практически полностью теряет свои полки, один за другим в течение нескольких дней. Поднимаемые нами бойцы в большинстве случаев погибли внезапно, у многих были вообще не растрачены боеприпасы, почти у каждого было по 2-3 гранаты, большое количество патронов. Следы гибели указывали на большое количество немецких минометных хвостовиков. Торжественное построение. 147 бойцов и командиров Красной Армии наконец-то найдут вечный покой на родной земле, за которую они сражались и погибали в далеком 1942. Ondan ulaqan veraqan sütükte heri bolan aspita. Gayma olur. Bütüder. Kartalağa bit atılas, mayanay atılas. Ola atılaslar bolla kide qanttan sağala heriles bitin, qandı sirderge hilli boten, kırgız boten, toq bol kayı kaytırı bol boten beliyetire bit. Ogurduk onatın öyan atı batanlık bola albit. Onun üyetin toqarı Ukrayna alır, ol bayanaylar elbaqtar. Майонайди капсетер генди верен албы пыла. Кейни гитте капсетер кылгас празалардан капсетер это. В начале войны Красной Армии не хватало обученных военному делу офицеров. Подготовка кадров шла в срочном порядке в период между боями. Когда закончился курс младших лейтенантов, учились в город Вышний Волочок, Калининская область. 4 месяца учились, потом сразу бросили на фронт. А там нажал под Ленинградом станцию Лужского завела. И мы пешком по Ленинградскому шоссе пошли, в Валдай пришли. А Валдая там рядом озеро большое там есть. В это время налетел немец, бомбил, ничего, много потерь не было. Ну, потом мы бой там не вступили. Остановили и обратно нас пешком тоже отправили. Вроде не требуется. Доучиться дать. Мы приехали обратно, месяц поучили и выпустили. Экзамены сдали, все. И звание младший лейтенант 11 ноября 1942 году приказом командующего Северо-Западным фронтом присвоили. Командиром взвода пешей разведки назначили. Это вроде резервный взвод был. 40 с лишним человек. И языка надо достать. Мы ходили, наблюдали все время, там за высоткой противник, метров 300 от нас окопался. Каждый день снег и дождь идет. И ночью замерзает. Этот снег как железка. Как сверху ползешь и не провалишься. И все наверху. В маск-халатах-то были все. Ползем. Тихо. Ракеты бросают. Притаились. Если не заметили, молчат, потухнет, опять ползем. А как заметит, то начал чесать с пулемета и из артиллерии миномета бить. И не могли ничего взять. Не подпускал. Били в следующий раз через несколько дней в другом районе. Правее или левее туда. Тоже. И как раз день в декабре, каком-то не помню, и в Арбалите взяли мы языка.
Я тогда был в группе прикрытия, прикрывали группу захвата. Мы немножко сзади, захватчики впереди ползли, мы сзади и их прикрываем. Ну вот мы взяли, и за этот бой мне дали, наградили медалью за 2. Получив опыт в боевых операциях, Семен Иванович был назначен командиром стрелкового батальона. Принимая участие в боях под Малашиверском Новгородской области, был ранен. После госпиталя направлен на Брянский фронт начальником штаба батальона. Затем принимал участие в наступательных боях Второго Белорусского фронта. Из воспоминаний ветерана об участии в операции «Багратион». В начале сентября 1944 года вышли на государственную границу СССР с Польшей в районе Беловежской пущи. После длительных наступательных маршев подразделения полка остановились на привал в районе города Вышков. Но командиров батальонов срочно вызвали к командиру полка. Получили приказ немедленно поднять батальоны и форсированным маршем выйти к реке Нарев, на противоположном берегу захватить плацдарм, удержать его до подхода основных сил дивизии. Всю ночь шел непрерывный огневой бой. С рассветом нам передали роту с ранцевыми огнеметами. Прибыла танковая бригада 1-го Донского танкового корпуса и другие полки дивизии. Общими усилиями пошли в наступление, отогнав противника на 5-6 километров. Немецкое командование писало своим войскам, что захваченный русскими плацдарм на западном берегу реки Нарев является пистолетом, направленным к сердцу Германии. Поэтому фашистское командование сосредоточило 3 танковых и 4 пехотных дивизии при поддержке большого количества боевых самолетов. 4 октября 1944 года противник нанес разрушительный удар, перерезал плацдарм на 2 части и вышел к реке Нарев. На плацдарм прибыли маршалы Жуков и Рокоссовский. Было принято решение провести контрудары. В срочном порядке перебросили резервы фронта, танковые и танково-самоходные полки, стрелковые дивизии. Тяжелые бои шли в течение месяца. 14 января 1945 года мы перешли в наступление и прорвали оборону противника. Пошли вперед на Данциг, форсировали Вислу и участвовали при захвате острова Холм. 20 апреля 1945 года, объединив 2 батальона в 1 штурмовой батальон полка, которым командовал я, форсировали реку Одер в 6 километрах от города Штеттин, захватили деревню Шиллерсдорф, повели наступление на Кольбицев вдоль автострады Берлин-Штеттин. Вызывает меня командир полка, задачу поставить. Дают 10 самоходов к 76-мм батареи и батальон, и взять вот Граль на берегу Балтийского моря. Весна победы. Они выстояли. Они остались живы. Они победили. И теперь они хотели запечатлеть себя в этот миг, может быть, для того, чтобы потом, много лет спустя, сказать своим детям и самим себе: это все было, было, было. Про таких, как Семен Иванович, говорят, родился в рубашке, но по воспоминаниям ветерана он был 2 раза на грани между жизнью и смертью.
и каждый раз его спасал далекий и родной образ Якутии в облике богини-хранительницы Еяхсет. Onu diyecekti töreni eski naspıta bit ola beyte işitte orada ol bayanay bolar anallah bit o. Bestilette mesela heriyle oynuyor komandir bolara günlereti. Eddette billeri bit. Сколько бы времени ни прошло, но память о доблестных воинах-победителях, о тех, кто не вернулся из боя и остался навсегда молодым на полях сражений Великой Отечественной войны, память будет бессмертна.